Перед началом последнего в уходящем году заседания сессии парламента депутаты почтили память погибших бойцов из Абхазии на Донбассе. Далее перешли к повестке дня. Парламентарии приняли постановление об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Национального банка. Аудит годовой финансовой отчетности Банка Абхазии проведет ООО «Интерком Аудит». Стоимость проведения аудита – 2 миллиона рублей. Также депутаты утвердили смету расходов Национального банка на 2023 год, которая составила 434 миллиона 470 тысяч рублей. Парламент ратифицировал соглашение Абхазии и России о содействии реализации госпрограммы социально-экономического развития республики на 2022-2025 годы. Документ представил постоянный представитель президента в парламенте, министр юстиции Анри Барциц. Значит, суть этого соглашения и суть ратификации этого соглашения заключается в том, что будет предоставлена на безвозмездной основе финансовая помощь со стороны Российской Федерации, и основные направления финансирования будут соцэконом-развитие Республики Абхазия, осуществление бюджетных инвестиций и поддержка инвестиционной деятельности. Все согласительные процедуры произведены. Депутаты парламента также ратифицировали соглашение об урегулировании вопросов двойного гражданства. Соглашение направлено на регулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и России, а также включает в себя положение об упрощенном порядке получения гражданства России гражданами республики. Документ закрепляет право граждан одной стороны без отказа от имеющегося гражданства этой стороны приобретать гражданство другой стороны. Соглашение регулирует вопросы социального обеспечения, образования, медицинского обслуживания, прохождения обязательной военной службы лицами, состоящими в гражданстве Республики Абхазия и Российской Федерации. Речь, когда зашла в нашем соглашении касаемо урегулирования вопросов двойного гражданства в населении, возник вопрос, и кто это подумал и воспринял это так, что значит двойное гражданство будет распространяться и на граждан России тоже, то есть на территории Абхазии мы будем предоставлять гражданство, то есть гражданам России. Это не соответствует действительности, здесь напрямую идет речь о том, что граждане Республики Абхазия будут в упрощенном порядке получать гражданство Российской Федерации. Вот это то, что надо было бы тоже озвучить, чтобы наше население понимало, что в этом никакой опасности для нас нету. Далее депутаты приступили к рассмотрению проекта закона о республиканском бюджете на 2023 год. Законопроект представил председатель профильного комитета Беслан Халваш. Было принято за основу в первом чтении. Мы все, уважаемые коллеги, договаривались о том, что те претензии, замечания, которые есть, которые были к проекту этого бюджета, мы очень внимательно, тщательно все эти рассмотрим, подготовим необходимые поправки к данному бюджету. И вроде бы наш бюджетный комитет контактировал со всеми комитетами парламента, и в результате чего выносим на ваш суд данный законопроект для принятия во втором чтении. Практически со всеми поправками, которые были предложены, мы согласились. Есть поправки, которые мы отклонили. Предлагаю вам рассмотреть сперва предложенные к принятию поправки. Знаем и понимаем, что нашему Министерству обороны нужно помочь. Это жизненно важная задача. Я не исключаю, что в течение года дополнительно придется еще какую-то помощь оказывать, но мы должны внимательно следить и за расходованием этих средств. Тимур Адамурович, в том числе и ваша рабочая группа, потому что 100 миллионов идут на целевые какие-то вещи, за которыми нужно эти процессы отслеживать. Что касается того, что мы вложили деньги на приобретение приборов учета, я тоже считаю, это правильная инициатива, она полезная, нет альтернативы установке прибора учета, в том числе это так или иначе, хотя мы будем сегодня обсуждать вопрос о моратории, увязано с повышением тарифа, да, то есть собираемость, повышение тарифа до экономически обоснованного, но это должны быть взаимоувязанные вещи. Основные параметры консолидированного государственного бюджета на 2023 год по доходам составляют 12 миллиардов 512 миллионов рублей, по расходам 14 миллиардов 188 миллионов, дефицит госбюджета 1 миллиард 676 миллионов. В ходе обсуждения законопроекта спикер парламента Лаша Ашуба предложил увеличить резервный фонд президента на 50 миллионов рублей. Почему это необходимо, объяснил вице-премьер-министр финансов Владимир Делба. Дело в том, что на территории нашей страны, к большому сожалению, происходят стихийные бедствия, которые невозможно
разумеется, спланировать, и их ликвидацию невозможно перенести на следующие бюджетные периоды. Но по установленным правилам стихийные бедствия не всегда находят свое логическое завершение. Там часть документов не подпадает под стихию, а тем не менее люди все-таки страдают. И в этой связи оказывается поддержка от имени Резервного фонда президента на ликвидацию последствий этих стихийных бедствий путем предоставления социальной помощи, поддержки граждан. Сегодня в администрации президента, наверное, не меньше, в финансовом ведомстве нашей страны более 5200 заявлений граждан Республики Абхазия с разными просьбами, в том числе улучшение жилищных условий, люди в трудную жизненную ситуацию попали, ну и так далее. Я так полагаю, если вы поддержите эту инициативу, она в любом случае в течение года возникнет и возникает. Она вот прямо с 1 числа. Сегодня резервный фонд, вы знаете, полностью, значит, уже использован, и все направляется на поддержку граждан. Я так полагаю, что следующий год и последующие, какие бы ни были годы, они не исключения, такие же. Ставить стихийное бедствие под режим ЧС, там собирается в течение 3 месяцев документы, а если человеку надо там элементарно 20 квадратных метров шифера купить, ну, он не попадает под ЧС, и его вопрос тоже никак не решается. Вот, потому что это нельзя туда использовать средства там, российской финансовой помощи, а так в этом случае будет оказана материальная помощь. Однако депутаты не поддержали данное предложение, так как этот вопрос не был рассмотрен на комитетском заседании и предложили перенести на следующее заседание. После долгого обсуждения депутаты приняли республиканский бюджет на 2023 год во втором окончательном чтении. Также во втором окончательном чтении были приняты бюджеты 3 внебюджетных фондов. Фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии, социального страхования и охраны труда и фонда репатриации. Решением парламента с 1 июля 2023 года в арбитражном суде вводятся в действие положения закона, касающиеся системы АСИС, за исключением аудио и видео протоколирования и электронных документов. С 1 января 2025 года вводятся в действие положения закона о судебной власти в части фиксации судебных заседаний с помощью аудио и видео протоколирования и электронных документов для судов общей юрисдикции и арбитражного суда Республики Абхазия. Проект закона о моратории на повышение тарифов на электроэнергию депутаты обсуждали более часа. В итоге законопроект не получил необходимого количества голосов. Парламент во втором окончательном чтении внес изменения в закон о праздничных и памятных днях в Республике Абхазия. Согласно принятому законопроекту, 31 декабря, период с 1 по 6 января и 8 января считаются выходными праздничными днями в республике. Таким образом, новогодние каникулы стали на 1 день длиннее. Депутаты одобрили включение имущественных комплексов бывшего спортивного лицея ГЕЧ в Цандрипше и санатория Гагрипш в перечень объектов, подлежащих приватизации. Лаура Капш, Алика Трапш, Алексей Баструков, Тимур Гугохи, Абхазское телевидение.